Гидрометцентр региона выпустил официальный прогноз по началу ледохода и максимальным уровнем воды во время весеннего половодья. Лед тронется раньше средних многолетних сроков на 5-10 дней. Из-за повышения уровня воды сегодня в Прилузском районе сразу на 3 наплавных мостах подняли аппарели. В Зануле и Обьячево. Именно там и появятся первые спасательные посты. Татьяна Супряткина о том, чего нам ждать этой весной. 26 ледовых переправ закрыто, 81 еще действует. Ежедневно ситуацию на реках республики мониторят и спасатели, и другие экстренные службы. Так, на время весенней распутицы в столичном Сеткиркище будут дежурить 2 машины скорой помощи. Раньше на время бездорожья на том берегу оставляли 1 медицинскую карету. Но в прошлом году такая схема дала сбой. Единственный транспорт сломался. Этой весной дежурить там будут только водитель и сама медицинская бригада по сигналу приедет из Сыктывкара. И уже с помощью спасателей ее переправят на воздушной подушке в Сеткиркищ. Добраться до берега и переправиться – это не значит добраться до пациента. На той стороне дороги намного хуже. Там есть отдаленные населенные пункты, до которых также сложно добраться. Часто мы привлекаем сотрудников МЧС, в том числе для эвакуации больных и пострадавших. Спасательные посты, которые будут помогать экстренным службам с эвакуацией и предпринимателям с доставкой продуктов питания, развернут в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах, на Вуктыле и в Сыктывкаре. В Усть-Цильму отправят сводный оперативный отряд. Во всех труднодоступных ФАПах уже сформирован запас лекарств на 90 суток. Сама подготовка к большой воде идет в регионе уже с начала марта. Готовится к разным сценариям. Последний раз ситуация с паводком развивалась в республике неблагоприятно в 2020 году. Была самая большая вода по Печоре в нижнем течении, имеется в виду Усть-Цилимский район. Там очень большие подтопления были. Но, тем не менее, мы же и ежегодно, и тогда у нас там оперативная группа была, и работала, была готова. То есть и спасатели, и техника, все, что необходимо для работы. Но, тем не менее, сам по себе год такой был, что очень высокая вода была, и было большие подтопления. По данным снегомерной съемки, запасы воды в снежном покрове в целом в пределах нормы. Превышение есть лишь на реках Усинского бассейна. По прогнозам, первыми уже в середине апреля проснутся Летка, Луза и Сызола. Это почти на 2 недели раньше привычного. Сегодня на юге республики идут активные подвижки льда. Для качественного и своевременного обеспечения гидрологической информацией в республике планируют открыть 7 временных гидрологических постов. Сегодня для оперативной передачи данных уже задействовано 60 таких объектов. Ежедневно на сайте Гидрометцентра региона обновляется информация по ледовой обстановке на реках республики. Этой весной в республике в зоне подтопления могут оказаться 954 населенных пункта на территории 18 муниципалитетов. Проживает там почти 8 тысяч человек. Пока прогноз на эту весну благоприятный. Опасения вызывает лишь Печора, где велика вероятность образования ледовых заторов, а значит и повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. Татьяна Супряткина, Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.